Утро на телеканале «Россия» продолжают «Вести Чувашия». В студии Дарья Паскарюк. Здравствуйте. На календаре среда, 26 октября. В Чувашии для семей мобилизованных предусмотрены меры социальной поддержки. Среди них бесплатное посещение детских садов и двухразовое питание в школах. Но что нужно сделать, чтобы воспользоваться такой поддержкой? Об этом рассказал первый заместитель министра образования Алексей Лукшин в ходе пресс-конференции, которая состоялась в стенах нашей телерадиокомпании. Если говорить про документы, то сделали максимально простые, удобные алгоритмы для заявителей, то есть максимально освободили от сбора различных справок, документов. По бесплатному двухразовому питанию достаточно заявителю обратиться в образовательное учреждение, в школу, написать заявление, и уже на уровне муниципалитета вся информация будет подготовлена, и детей поставят уже на питание бесплатное. Что касается бесплатного посещения детских садов, то, чтобы воспользоваться льготой, тоже необходимо подать заявление. По данным профильного ведомства, эта мера поддержки в полной мере заработает в республике с 1 ноября. Новый рекорд. Чувашия достигла максимального в истории нашего региона показателя по валовому сбору масличных культур. Об этом сообщают в региональном Минсельхозе. Ранее рекордный урожай был зафиксирован в 2019 году. Тогда аграрии республики собрали 27,7 тысяч тонн. Сейчас Чувашия уже перешагнула этот показатель. По данным профильного ведомства, на сегодня сельхозтоваропроизводителями собрано 28,4 тысяч тонн масличных культур. И это при том, что уборка в регионе еще продолжается. На данный момент с полей убрано 64% от плана. Какая же цифра по сбору урожая подсолнечника, горчицы, рапса, льна и сои будет установлена в этом году, станет известно после того, как культуру уберут со всех оставшихся площадей. Чебоксары вошли в топ-5 всероссийского рейтинга развития платного паркинга, став при этом лидером по Приволжскому федеральному округу, обойдя Пермь, Казань и Нижний Новгород. При составлении рейтинга учитывались 5 критериев. Среди них физическая и финансовая доступность, удобство. Напомню, первые муниципальные платные парковки появились в столице Чувашии в 2017 году. На сегодня в городе работает 21 парковочная зона, общей вместимостью 854 машины. Первое место в рейтинге заняла Москва, а вот наименее развитым парковочное пространство оказалось в Туле. Рассказать о своем регионе всей стране. В России стартовал школьный конкурс по обмену видеооткрытками. Для участия необходимо собрать команду из 5 человек и рассказать на видео о том, чем гордится родной край, о событиях, людях, достижениях, а также передать привет другому региону. Сейчас на сайте конкурса, вы видите его на экране, идет регистрация участников. Подать заявку можно до 13 ноября. Благодаря участию в проекте школьники не только узнают больше о нашей стране, но и познакомятся с теми, кто живет за тысячи километров от них, найдут новых друзей. Сегодня в мире отмечается, пожалуй, один из самых добрых праздников – День приятных неожиданностей. Так что есть отличный повод порадовать своих родных, близких, коллег. Таковы вести к этому часу. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь на телеканале «Россия».